Лисичанск. Специальный репортаж «7 дней». Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников все увидели сами. День Героев Отечества. Дмитрий Кузичкин. Личная история мужества. Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Территория смыслов. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте. В эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Сейчас уже несколько дней потише, а когда мы сюда приехали, было жарко. Холодно. Очень. Лисичанск. Взгляд 7 дней. Специальный репортаж Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова. Я предлагаю поручить этот вопрос мне. Я, в принципе, не против. Есть проблема найти решение. Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями. В чем президент пообещал поддержку. Я надеюсь еще раз вернуться сюда, чтобы побольше времени было посмотреть все ваши достопримечательности. Архитектура, памятники, Кремль. Да у вас все уникально. Расширение Вселенной. Международный форум. Будет ли 4-й объект от Татарстана в списке всемирного наследия ЮНЕСКО? Праздник, в котором вся сила и душа, характер нашего народа. В пятницу, 9 декабря, Россия отметила День Героев Отечества, праздник с глубокими историческими корнями. 9 декабря 1769 года Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. В этот день мы чествуем героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Но сегодня, в это непростое время, этот праздник звучит по-особенному, приобретает все более яркие черты. Наши ребята, отправившиеся в зону специальной военной операции, командиры полка, руководители батальонов и простые солдаты, за каждым личной историей мужества, а подчас настоящего подвига. В Татарстане с присуждением звания 6 героев России. Генерал-полковник Александр Лапин, майор Раиль Габдрахманов из села Базарные Матаки. 2 бронемашины под его командованием смогли уничтожить 3 танка и 15 террористов. Майор Иван Дадосов из Пестричинского района, командир танкового батальона, лично руководил и принимал участие в прорыве эшелонированной обороны противника, и задача была выполнена с минимальными потерями среди наших танкистов. Еще 3 героев – Дамир Гелимханов, Дамир Исламов и Андрей Соколовский, к сожалению, остались навсегда героями в нашей памяти. Звание им было присуждено посмертно. Сколько героев сегодня выполняют свой долг в ходе специальной военной операции? Мои коллеги Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников в эти дни находятся в Лисичанске. Отправились они туда в составе гуманитарного конвоя. Помощь там очень нужна. Город полуразрушен. Нет воды, электричества, тепла. Благодаря нашим ребятам, волонтерам, восстановили газоснабжение, открыли пункты раздачи горячего питания, возобновили работу общественного транспорта пока до 14:00. Масштабных строительных работ еще нет, потому что продолжаются обстрелы. Весь день, который наши ребята провели с местными жителями, город обстреливали. Первый специальный репортаж 7 дней из Лисичанска. Памятник современным защитникам Отечества встречает каждого, кто въезжает в Луганск. Многие тогда сменили шахтерскую профессию на военную. Многие не вернулись, некоторые уехали, кто-то и не по своей воле. Когда-то областной центр, теперь столица Луганской республики, сейчас в относительно мирном состоянии. А чуть западнее и ближе к Донецкой республике и Харьковской области люди еще только мечтают о тишине и покое. Не так давно мы и не знали, что такое Лисичанск. Теперь изучаем карты, чтобы понимать, где появились представители Татарстана. Лисичанск – город в 100 километрах от Луганска. Население его за последние месяцы сократилось более чем в 3 раза. Со 110 тысяч примерно до 32 тысяч. Сейчас здесь нет ни света, ни воды, ни отопления. Но люди постепенно возвращаются. Татарстан восстанавливает этот город. Здесь засыпают и просыпаются под звуки разрывов. Они все дальше, но еще слышны и иногда могут быть видны. Бывают замечены беспилотники, потому здесь не рекомендуют, чтобы в одном месте наблюдалось скопление машин. И мы не будем обозначать места съемок. А жители Лисичанска знают, где им помогут, хоть и не всегда понимают, кто именно это делает. Сейчас уже несколько дней потише, а когда мы сюда приехали, было жарко, но все равно старались, готовили.
По собственной инициативе едут помогать восстанавливать возвращенные российские территории и официальные власти, и религиозные деятели, и предприниматели. Впрочем, социальное положение не важно. Важно желание помочь. Питьевую воду везут из Луганска за сотню километров. Каждый день. И еду тоже. Мы на сегодняшний день 5000 порций готовим в день. По городу развозим. Население очень благодарное, очень хорошо приняло нас. Ну, цель такая, как бы помочь ближним своим. Россия родина моя, поэтому помогает здорово. Это когда Украина давали пол-литровую баночку риса или пшена и стакан масла на месяц. Все. И полбуханки хлеба через день. А сейчас хорошо, нормально. Приятного аппетита. Следующий. Прийти и получить горячую еду может каждый. Берут для себя и для близких. Это без ограничений. Раз в 2 недели или раз в месяц, в зависимости от прибытия гуманитарных колонн из Татарстана, жители Лисичанска получают и другие продукты по талонам. В городе работают несколько центров гуманитарной помощи. Человеку достаточно было предъявить документы, выписывали талон, он многоразовый, для того, чтобы делать отметки, когда человек последний раз получал. Также у нас здесь на центрах люди получают пленку, получают те же самые буржуйки, которые с приходом холодов стали очень актуальны. Пленка используется вместо оконных стекол, которых не хватает. Постепенно ремонтируются кровли жилых домов и социально значимых объектов. В ремонте нуждаются около 80% жилых домов и полностью жилищно-коммунальная инфраструктура. Уходя, украинские неонацисты уничтожали объекты инфраструктуры. Вот вся потребность, которая здесь есть, а здесь потребность просто всего, это все Республика Татарстан поставляет. Мы на сегодняшний день уже поставили сюда 1100 тонн товаров гуманитарных различной направленности. Евгений Варакин, в прошлом руководитель аппарата исполкома Казани и префект Старо-Татарской Слободы, теперь представляет Татарстан в Лисичанске. 2 июля город был освобожден. Эта территория досталась нам как субъект, который будет помогать в восстановлении. 17 июля мы сюда заехали на постоянной основе, производим здесь работы. Да, люди уехали, большую часть насильно вывозили в Украину, чтобы рассказывали о зверствах, которые должны были быть, если Россия придет. Ну и люди оставались, они нас ждали. Андрей Скорый с 2014 года принимал участие в защите своего края в рядах Народной милиции Луганской республики. Ушел туда с должности заместителя директора шахты. Родился в этом городе. Скорее всего, раньше и не знал, где находится Татарстан, а сейчас не устает благодарить. Техника приходит, продукты питания приходят, гуманитарная помощь приходит. То есть техническое оборудование тоже помогает. Занимаемся, работаем вплотную. Спасибо президенту Татарстана. У меня такое впечатление, что вы знакомы уже давно. Поэтому у нас одна страна, одна родина, одна Россия. И поэтому если только тогда видим фронт, я уверен, мы Лисичанск отстроим будет лучше, потому что до, наверное, 2014 года лет 10 инфраструктура не восстанавливалась. Из всех благ цивилизации пока возобновил работу общественный транспорт на полдня. И 80% жителей снова могут пользоваться газом в доме. Я теперь могу утром греть чайник, а не вставать. А то я встаю в 5:30 утра, начинаю растоплять печку, чтобы нагреть себе кофе сделать. А теперь я сплю до 6:30. Потому что я могу поставить чайник хотя бы нагреть. Ну и готовить, у меня есть духовка. От холода спасает печка, которую не стали в свое время разбирать. Дом, в котором живет семья Ларисы Сподиной, был построен в 1890 году. Выдержал многодневные обстрелы, пока люди прятались в погребе рядом с домом, вместе с породистыми собаками, которых разводит Лариса. Была уничтожена веранда, выбила входную дверь, холодильник пришел в негодность. Вот здесь у нас была воронка, тут прилетела, и в огороде прилетела. Вот, с 4 сторон нас тут. В общем, нас тут пролетело хорошо. Но, к счастью, мы все остались живы. Даже все собаки живы. Постепенно город снова привыкает к мирной жизни, несмотря на отсутствие электричества, тепла и водоснабжения. Социальные объекты обеспечиваются генераторами и тепловыми пушками. 7 мая в Лисичанске не было света, а потом на 2 дня он появился, и с 18 мая его нет по сей день. Вот мы пришли сегодня, плюс 3,5 в кабинете. Но сейчас где-то там 8. А выходим погреться, если нет пациентов, мы окружаем эти пушки
и подогреваемся. А Татарстан вообще помогает, очень большой объем. Я понимаю, что люди отрывают от себя. Такие фуры сюда присылают огромные. Вот смотрим, спасибо огромное. С марта месяца до 7 июля не работала поликлиника. Телефон осуществляли мы по телефону. Вернее, общение было с мамочками, кто мог дозвониться. Потом с мая месяца связь прервалась, уже не было никакой связи. А с 7 июля мы начали работать. То есть вот здесь будет желтенький, вот здесь желтый. Художественная школа Лисичанска возобновила работу в октябре. Еще нет официального статуса, нет расписания и полноценного штата. И дело это совершенно добровольное. Не за оценками и не за зарплатой сюда идут. Дети тянутся к прекрасному, несмотря на временные трудности. Холодно. Очень. Отопление сделали вообще круто. Очень скучно особо. Что-то дома. И в музыкальной школе снова проводят занятия. От холода спасает печка-буржуйка. Словом, жизнь постепенно возвращается в мирное русло. Мы восстановили работу хлебзавода. На сегодняшний день мы вышли на уровень, что мы можем испекать 700-800 буханок хлеба. Завод, к сожалению, работает пока у нас на пилетах. Да, тяжело, но потихонечку жизнь налаживается. Зарплаты в городе пока получает очень маленькое количество людей. Но мы движемся в этом направлении. Мы пытаемся сейчас создать рабочие места совместно с местными организациями. Мы пытаемся сделать так, чтобы люди получали деньги, чтобы люди начинали зарабатывать. И люди надеются, что внешним напоминанием о, мягко говоря, непростом времени останется только этот танк на въезде в столицу Луганской республики. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней. Луганская Народная Республика. Это первый репортаж моих коллег Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова. Мы продолжаем получать от них материалы. Что узнаем дальше? Батальоны Алга и Темер. Как у них дела? Все увидите на нашем канале в выпусках новостей в программе «7 дней». Еще один настоящий герой. Герой нашего репортажа Дмитрий Кузичкин из Высокогорского района. Капитан, командир полка. Один из первых, кто отправился в зону СВО в конце февраля. После гибели комполка, который отвечал за освобождение города Лиман, задача была поставлена именно перед Дмитрием и его ребятами. Тогда задачи они справились успешно, а уже позже он получил тяжелые ранения. С человеком, у которого в крови отвага, смелость и умение выстоять там, где выстоять невозможно, встретилась Диляра Юсупова. Скай! Крепкий парень в яркой куртке и шапке. Рядом любимый пес, что так отчаянно виляет хвостом при виде хозяина. Прогулка с собакой, уборка снега. Повседневная картина, за кулисами которой кроется чуть больше, чем видится. Преданная собака, это и есть такое, да. Знает то, что хозяина долго дома не было. Здесь в шкафу у меня находится постоянно моя любимая парадная форма, которую периодически будем надевать на все праздники государственные особенно. Форма для военного всегда как вторая кожа, и где-то даже та самая прочная скорлупа, под которой можно спрятать уставшее сердце. На плече звезды, на груди медали, которые Дмитрий не любит показывать, но раз надел, так смотрите. Последняя за боевую отвагу. Знал ли когда-то обычный курсант танкового училища, что придется проявлять эту отвагу и стойкость так часто? Поступил в Казанское танковое училище в 2008 году. Мне понравилось. Первый год, конечно, было тяжело. Постоянно идет режим, подъем, отбой, все по распорядку дня. Никаких уже нет личных потребностей. Там, ты привык после школы, пошел там футбол пинать и так далее, по своему плану живешь. А там уже нет, там уже все строго, все по-военному, как говорится. Ну, знаете, вот это ощущаешь, когда что-то свое. Мне вот понравилось. Я сначала был командиром отделения, потом замком взводом стал, и после чего стал старшиной роты.
Казалось бы, что он может не знать. Капитан, командир роты. До момента СВО он все же не был в настоящем бою, поэтому, как и другие, проходил военную подготовку. А в сложном бою ведь для военного действует простая схема. Есть задача – принял. Выполнить, чего бы это ни стоило. Мы выдвинулись 23 числа, Красный Лиман. За порядка, наверное, за 4 часа этот город мы взяли. Хотя нам давалось около 2 суток. Он понимал, город надо взять, но мирные жители. Они проводили их через зеленый коридор и успокаивали. Страх, много страха, которому он не поддавался. Командиру нельзя теряться. Немного неуверенности в глазах, и ты проиграл. Но не должен теряться командир. Даже тебе, если страшно, ну, а страшно было, потому что мы не где-то там на природе, мы тоже находимся в зоне боевых действий. Вот. И непонятно, и нас обстреливали на тот момент даже, когда мы готовились к совершению марша вот на эту Дымерку. Нас тоже по нам вели удары и артиллерии, и минометы. Ты должен идти вперед, показать, что тебе не страшно, чтобы люди не были в растерянности. Но однажды он упал, и вот тут в глазах потемнело. Осколки упавшего снаряда прожгли насквозь. А потом еще один и еще. Ну, сначала подумал, что ноги оторвало, вот, потому что стало, так скажем, горячо. На спину лег, ноги приподнял. Ну да, видно, что у меня штаны все разорваны, кровь течет. Ну, вижу, что вроде ноги не висят, то есть целы. Слышу еще раз выстрел, то есть опять дальше продолжается обстрел. У меня сразу мысль, надо как-то что-то делать. И начал прятаться под танк, заползать. Вот. Только заполз под танк из последних сил. Что-то как во сне, сил почему-то нету. Вот. Только я начал залезать под танк, следующий снаряд рядом с танком упал, слева, буквально метрах 5. Опять снаряд летит с правой стороны. Прям как морской бой был. Я там просто прятался под танком, лицо закрывал, думал, чтобы в лицо ничего не прилетело. В госпитале он понял, что рак может настигнуть и его. Опасность потерять ногу. Решил, будет как будет, и надеялся на чудо. Но врачи не стали кормить обещаниями. Они потрогали ногу, стопу, пульса нет. И вот один говорит: ну что, типа, отрезать ногу будем? Я в сознании был, вот я в сознании еще на последнем, так скажем, вздохе. Я говорю: ребят, ногу спасите, говорю, не отрезайте. И врачи стоят, опять что-то разговаривают. Один врач говорит: сейчас, говорит, он мне уже подошел, смотри, говорит, я, говорит, тебе не вру, говорю как есть. Сейчас артерию проверим, если артерия целая, то ногу спасем. Если, говорит, артерия разорвана, перебита, то, говорит, придется ногу отрезать. Я говорю: ну, делайте. Все, после операции я сразу, после наркоза проснулся, первым делом посмотрел на ногу. Смотрю, нога на месте. Сейчас он дома с женой и дочками. Ему предстоит новое обследование, а дальше неизвестность. Говорит, позовут, пойду. Несмотря на то, что память, такая штука, порой дает надежду, а порой обжигает. 23-го мы пошли в наступление. 24-го погиб наш товарищ, это зам командир рот по вооружению, Ваня Тепляков. 24 мая он погиб. 22 мая у него день рождения было. 24 мая он погиб. Ну, вот это, конечно, тяжело. Это очень тяжело смотреть, когда он только находился с тобой все это время, и раз он погиб. Он будет их помнить, мы будем их помнить, страна будет помнить. Минутой молчания почтили память погибших героев 9 декабря. Среди них участники специальной военной операции, получившие звание Героев России посмертно. Дамир Исламов, Дамир Гилемханов, Андрей Соколовский. В зале их родители и родственники. Сейчас чуть утихает все боль, но иногда, когда все вспоминаешь, очень тяжело становится. Он говорил: вы еще будете гордиться мной. Вот и гордимся мы все время.
Помнят и героев настоящего и прошлого. Символично в этот день мемориальные доски и бюсты появились как у героев Великой Отечественной войны, так и тех, кто участвовал в боевых действиях в Сирии и специальной военной операции на Украине. Открыли бюсты Магубы Сартлановой и Рефегата Хабибулина. Мемориальные доски Евгению Волкову и Борису Кузнецову. Борис Кириллович – человек большого личного мужества, настоящий патриот, ставший 19 лет героем Советского Союза. Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей, беззаветно преданных народу, верных своему долгу. Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, беспримерной отваги и мужества. Помня наказ и опыт героев из прошлого, герои настоящего продолжают проявлять отвагу и мужество в наши дни и ни капли не сомневаются в будущем. Победа будет однозначно за Россией. Это даже никак не обсуждается. И даже не то, что не обсуждается, об этом все знают. Об этом все знают, что победа будет все равно за Россией. Диляра Исупова, Дмитрий Шлеймин, 7 дней. В чем наша сила? В правде, конечно, как утверждал герой одного культового фильма. А еще в том, что у нас есть такие люди, которые готовы пожертвовать собой ради Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. Я в этом плане согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который написал у себя в телеграм-канале, что у нас много героев с большой буквы. Мы ими гордимся, мы их помним, мы берем с них пример. И поэтому, в том числе, Западу нас не одолеть, хотя противостояние идет ожесточенное на всех фронтах, и экономическом в том числе. Мир, как известно, делится на оптимистов и пессимистов. Я лично отношу себя к первым, к тем, кто считает, что стакан скорее наполовину полон. Да, я осознаю, что санкции влияют. Доходы реального сектора и населения падают. Логистика нарушена, у предприятий проблемы с покупкой оборудования, комплектующих и так далее. Все это объективные доводы для пессимистов считать, что стакан наполовину пуст. А дальше может быть еще хуже, потому что проблемы нарастают, деловая активность снижается и тому подобное. И все же, если более долгосрочно и стратегически смотреть на какие-то вещи, когда у малого бизнеса мог еще появиться такой шанс стать полноценным партнером государства и крупных компаний в реализации сверхамбициозных задач, связанных с масштабным импортозамещением? Стране сейчас нужно буквально все, от авиационных двигателей до зубных щеток, от компьютеров до носков. Меры поддержки есть, они действуют. Мы видим, что и федеральное правительство, и региональные власти хорошо понимают, что только успешный малый и средний бизнес может стать настоящей опорой сильного государства. Поэтому отношение к предпринимателям изменилось в лучшую сторону. Если мы говорим про Татарстан, у малого бизнеса всегда была возможность для диалога с местной властью, в том числе с первым лицом. Встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым проводились и проводятся на регулярной основе раз в квартал как минимум, а то и чаще. И они почти всегда результативные и полезные. Так было и в этот раз, когда традиционный разговор состоялся на высокой горе в огромном цеху производственно-складского комплекса. О чем говорили, какие актуальные темы и вопросы подняли татарстанские предприниматели? Об этом и не только в нашем следующем материале. Ваш вопрос уже решен, надо его донести. Дайте нам возможность сделать замеры. Я предлагаю поручить этот вопрос мне. Я постараюсь. Мы услышали вас. Я, в принципе, не против. Во взаимоотношениях власти и бизнеса, чиновников и предпринимателей наверняка случаются разные моменты, но именно на таких встречах с участием президента бизнесмены могут расправить плечи. Рустам Минниханов подчеркнуто суров со своими подчиненными и особенно недоволен, когда кто-то из коллег отсутствует. Что тарифный комитет? Передадим. А? Отработаем, передадим. И наоборот, Рустам Нургалиевич старается поддержать, приободрить предпринимателей, тем более, если кто-то немного тушуется. Я просто извиняюсь, я, конечно, не привыкла спорить. Не извиняйся, ты предприниматель, ты говоришь, что ты хочешь.
И дело не в дежурной вежливости. Всем сейчас трудно, но у предпринимателей ответственность не только за себя, но еще и за своих работников, их семьи. Поэтому сберечь каждый бизнес, сохранить рабочие места – задача, в том числе государственная. Тем более, что малый бизнес свою социальную ответственность понимает. Предприниматели Татарстана вносят свой вклад в поддержку мобилизованных на свои деньги, закупают необходимое для нашей армии оборудование, кто-то приобретает теплую одежду, обувь, продукты питания, медикаменты. Справедливо ли, что эти их расходы облагаются НДС и не признаются в расходах по налогу на прибыль, задалась вопросом старший партнер аудиторской фирмы Алсу Губайдулина, выступившая от имени бизнес-сообщества. Конечно, несправедливо отреагировали и чиновники. Вопрос, впрочем, уже не актуален, доложили и руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин, и депутат Госдумы Айрат Фарахов. Предприятия, компании, которые осуществили эти выплаты, они не должны включать эти расходы в налогооблагаемую базу. То есть с них налогов платить не надо. И самое главное еще вот что. Этот закон имеет обратную силу. Все выплаты, которые были выполнены с 1 января 2022 года, они не входят в налогооблагаемую базу. На этом все простые и однозначные решения в этот день закончились. Ильнар Сираев из Нижнекамска, например, посетовал, что схемы размещения нестационарных торговых объектов в городах давно не обновлялись. Как итог, в них не попали новые парки и скверы, и это только часть проблемы. По законодательству НТО подразумевает исключительно торговлю. Это серьезное ограничение для бизнеса. Под термином «нестационарный торговый объект» включены только торговля, но не включены аренда, прокат и так далее услуги. Как пояснила на встрече руководитель фонда Института развития городов Республики Татарстан Наиля Зинатуллина, вопрос обновления схем НТО вполне решаем. Такая работа с муниципалитетами ведется. А вот что касается размещений в парках и скверах не только торговых объектов, здесь нужны изменения в федеральном законодательстве. Рустам Миниханов порекомендовал не идти сразу по сложному и длинному пути. Если в законе не указаны какие-то виды предпринимательской деятельности, не всегда значит они запрещены. Давайте сначала искать выход на уровне республики. Если запрещено, это запрещено. Если это не указано, это не значит, что не разрешено. Надо поработать на юридическую правовую базу. Один из самых болезненных для многих предпринимателей вопросов – вопрос тарифов на вывоз твердокоммунальных отходов. Обычно претензия в том, что бизнес не желает платить за мусор не по нормативу, который считает завышенным, а просит учитывать только фактически накопленные и вывезенные отходы. В этот раз вопрос от хозяйки небольшого киоска из Альметьевска Альфии Гарифулиной поставлен немного иначе. Почему такая разница между тарифами на вывоз ТКО между объектами нестационарной и стационарной торговли? Предпринимателям, таким как Альфия, с ее слов приходится платить больше от 5 до 50 раз. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил, что для принятия новых нормативов объем мусора замеряли в течение года, по каждой категории отдельно. Рустам Миниханов попросил отнестись к претензии малого бизнеса ответственно, сделать замеры заново, чтобы показать справедливость тарифов. Вопросы эти далеко не второстепенные, фактически задача ставится так: будет ли малый бизнес в текущих условиях выживать или будет развиваться. О каких-то сверхдоходах, даже серьезной прибыли речь не идет. Скажем, представители небольших ювелирных компаний, в основном работающих с серебром, могут совсем уйти с рынка, если с 1 января перейдут со специального на общий режим налогообложения. Так предписывает федеральный закон, и, как рассказал на встрече депутат Айрат Фарахов, крупные федеральные игроки его даже приветствуют. Скорее всего, минимум на 30% поднимется цена на украшения. Для тех, кто работает с золотом, это не столь критично. А вот хорошо ли это для малого бизнеса, для покупателей, наконец, для традиционных ремесел, внутреннего туризма? Вопрос скорее риторический. Артур Акопян – один из тех, кто занимается ювелирным промыслом изделий из серебра с 2014 года. В штате 8 мастеров. И все, что было возможно, предприниматель уже оптимизировал. Недавно переехал из комфортного, но дорогого офиса в центре города в это помещение, более удобное и приемлемое по цене. От 10 до 20%. Это не так, нет, это миф. Малый бизнес – это не про большие доходы, не про большие прибыли. Это непосредственно про создание рабочих мест, про создание каких-то уникальных изделий и технологий. В себестоимости ювелирных изделий из серебра большую ценность как раз представляет труд мастера. На федеральном уровне необходимо, вот я считаю, поддержать
мелких представителей этого бизнеса. Это не заводы, а просто практически семьи, ювелиры, которые делают национальные товары. Такой он реальный малый бизнес, трудоемкий, не особо прибыльный сейчас, но в любом случае приносящий удовлетворение владельцам и пользу окружающим. Илья Слаев и компаньон Геннадий Мешин со своим бюджетным мини-отелем тому наглядное подтверждение. Парни родом не из Казани, Илья из Башкортостана, Геннадий родился в Иркутске, Казань их свела. Илья рассказывает, идею для бизнеса подсказал собственный опыт, он как-то уже останавливался в таком капсульном отеле в Питере и небывалый наплыв туристов на чемпионат мира по футболу, который проходил и в нашем городе. Больших капиталов, чтобы что-то строить с нуля, у ребят не было. Тогда на помощь пришла одна республиканская программа. Компаньоны арендовали по льготной программе помещение у государства. Конечно, это был риск. Тогда Илья и Геннадий еще не осознавали, какой. Хотя за аренду платить первые 2 года не пришлось, вкладываться в заброшенное помещение, оно пустовало 15 лет, нужно было серьезно и деньгами, и трудом. 1,5 года делали. 1,5 года делали, приезжали после своей основной работы, что Геннадий, что я. Где-то с 4-5 вечера мы начинали здесь работу и прям до позднего вечера, пока силы есть. Сегодня по действующему закону предприниматели могут выкупить свой отель в собственность в рассрочку. На уровне республики сроки такой рассрочки не прописаны, значит, по федеральному закону она не может превышать 5 лет. Для Ильи и Геннадия это накладно, а вот если бы удалось продлить хотя бы до 8 лет... Я, в принципе, не против, но это не должно быть некой лазейки, там, четко расписанные правила должны быть. В каких случаях какая рассрочка должна быть. Устойчивый малый бизнес нужен всегда. Сейчас он нужен как никогда. Предприниматели – основа экономики, гарантия социальной стабильности. Такие встречи позволяют не только снимать многие вопросы, но и внушают определенный оптимизм. Он сейчас нам особенно необходим. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Я надеюсь еще раз вернуться сюда, чтобы побольше времени было посмотреть все ваши достопримечательности. Архитектура, памятники, Кремль. Да у вас все уникально. Расширение Вселенной. Международный форум. Будет ли 4-й объект от Татарстана в списке всемирного наследия ЮНЕСКО? С министром культуры страны Ольгой Любимовой Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле. Они обсудили ход реализации федерального проекта «Придумано в России» и программы «Пушкинская карта». Также подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры России и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики. Фарид Мухаммедшин в понедельник помогал решить проблемы татарстанцев. Председатель Госсовета провел прием граждан. Жители деревни Суровка Тукаевского района попросили оказать содействие в установке уличного освещения. Вопрос взят на контроль и будет решаться совместно с администрацией района. Вопросы также поступили из села Большой Кукмар, из Нижнекамска и Елабужского района. Сразу 3 крытых футбольных манежа открылись в Татарстане. Так, на Высокой горе появился Эверест, Буинский Максат, Мензелинский Мензеля. В церемонии открытия в поселке Высокая гора принял участие Рустам Минниханов. Президент отметил, новые крытые футбольные манежи – очередной шаг в обеспечении доступными спортивными объектами жителей всех городов и районов. В этом году в Татарстане капитально отремонтировали 4 здания военкоматов. Один из них в Высокогорском районе посетил Рустам Минниханов. Он был построен 50 лет назад. За полгода, что длились работы, полностью заменили крышу, окна, двери, обновили инженерные сети, отремонтировали фасад, установили новую мебель и оборудование. Рустам Минниханов встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В Казанском Кремле они обсудили направления, которые могли бы быть интересны 2 регионам для сотрудничества. Перспективными называют металлургию, энергетику, машиностроение, IT и высокие технологии. Президент отметил, Татарстан активно сотрудничает с Луганской Народной Республикой в части восстановления Лисичанска и будет рад развитию связей с Донецком. Рустам Минниханов встретился и с главой Минстроя России Ириком Файзулиным. Они обсудили реализацию федеральных и республиканских проектов в области строительства в Татарстане. Встреча прошла в Казань-Экспо. В этом году строительной отрасли республики исполнилось 100 лет. На Казань-Экспо чествовали строителей Татарстана за высокое качество работы и профессионализм. Их поздравили онлайн вице-премьер России Марат Хуснуллин и лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Рустам Минниханов встретился со спортивной династией республики Кудерметовыми. Веронике Кудерметовой он вручил медаль столетия ТССР, а Эдуард и Полина были удостоены благодарности президента.
Вопросы поддержки мобилизованных и членов их семей рассмотрели в Москве на площадке Совета законодателей России. Во встрече принял участие Фарид Мухаммедшин. Валентина Матвиенко подчеркнула, уже принят ряд мер по оказанию поддержки участникам спецоперации, установлены социальные выплаты, решены вопросы трудового законодательства. Помимо федеральных решений, дополнительные меры соцподдержки вводят и субъекты. В Татарстане работа ведется достаточно серьезно и основательно, подчеркнул Фарид Мухаммедшин. 8 декабря отметили Международный день борьбы с коррупцией, по этому случаю к жителям обратился президент республики. Цитата. «В этот день мы заявляем о своей решимости последовательно принимать все меры для профилактики коррупции в экономической и социальной сферах жизнедеятельности и надеемся на поддержку антикоррупционной политики со стороны жителей республики. Среди инструментов повышения открытости исполнительных органов и снижения коррупционных рисков – системы народный контроль и инцидент-менеджмент. Они дают возможность получать обратную связь от населения и участвовать в решении широкого круга вопросов, говорится в обращении Рустама Минниханова». С ученым-конструктором самой передовой системы опознавания свой-чужой Ильдусом Мастюковым встретились президент Рустам Минниханов и государственный советник Минтимер Шаймиев 9 декабря в День Героев Отечества. В республике наблюдается распространение вирусных инфекций. По коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу 25%. Об этом говорили на традиционном совещании в Доме правительства с участием президента. Минздраву необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему, диагностике и лечению больных, продолжить вакцинацию, поручил Рустам Минниханов. Также о реализации республиканских и федеральных программ капитального ремонта доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Продолжаем программу «7 дней». В эти дни Казань принимала большой международный форум, собравший 1700 участников из более чем 50 стран мира. Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Каждому из нас известна визитная карточка этой конвенции, формируемый в ее рамках список всемирного наследия. Наша страна присоединилась к конвенции в 1989 году, и на сегодня в списке 31 российский объект – это 9-е место в мире. Из них, как мы знаем, 3 в Татарстане – Казанский Кремль, Болгар и Успенский собор, монастырь Свияжска. Пока 3. В предварительном списке сейчас находится комплекс астрономических обсерваторий имени Энгельгарда Казанского федерального университета. Политика немного отодвинула республиканскую номинацию на задний план, но ни в коем случае не отклонила ее. Работа по включению обсерватории в список продолжается. Это рутинная, но необходимая работа. Будет ли 4-й объект Татарстана в списке и для чего в Казани был проведен этот форум, об этом Михаил Любимов. Это путешествие должно было состояться еще летом, но Казани тогда не дали провести очередную сессию ЮНЕСКО, и теперь наши более теплолюбивые друзья из стран Африки, Азии и Латинской Америки могут прочувствовать физически тот факт, что заморозки штука, конечно, неприятная, но не смертельная. In our tradition, in our local tradition, minerals are stopped by creations. You see this how it moves, Hilal? Объекты ЮНЕСКО, такие как Казанский Кремль, прекрасны вообще в любое время года. Как и сам город, в котором гостям форума в эти дни был оказан все-таки теплый прием. Очень интересный город с очень интересной историей. И люди у вас очень хорошие. Я надеюсь еще раз вернуться сюда, чтобы побольше времени было посмотреть все ваши достопримечательности. За один раз просто не успеть. Архитектура, памятники, Кремль. Да у вас все уникально. Казань и Санкт-Петербург. Форум проходил в эти дни на 2 города. Это самый очевидный, но не единственный, конечно, выбор для проведения такого масштабного международного события. Выбрать было из чего, но Татарстан с его опытом работы на международной арене, а тем более с ЮНЕСКО, был очевидным фаворитом на право принятия форума. Казанский Кремль, Болгар, Успенский собор и монастырь Свияжска – все это объекты из того самого списка ЮНЕСКО, начало которому и было положено 50 лет назад с принятием Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.
Теперь это и наш праздник тоже. Совершенно справедливо, что международный форум, посвященный юбилею Конвенции, было решено проводить здесь, в Республике Татарстан, где чтут и бережно сохраняют культурное и духовное наследие предков. И как бы наши недруги не стремились посеять национальную и религиозную вражду, у них ничего не получится. Мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей, от уважения ко всем народам и культурам, от любви к Родине. Сегодня, сплотившись вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы способны защитить свою страну, сохранить свою историю, уникальное многообразие и самобытность культуры. Дорогие друзья, хочу заверить вас, что Татарстан всегда открыт к сотрудничеству по реализации Конвенции по охране всемирного природного и культурного наследия. Желаю успехов всем нам на этом благородном пути. Об этом благородном пути пройдут годы, еще мы с вами вспомним и на весь мир заявим. Когда было запрещено празднование данного 50-летия, нашлись очень много недоброжелателей. И вот мы тогда скажем, несмотря на все, в Татарстане, значит, эта сессия прошла, этот праздник прошел. Разумеется, этот форум своего рода ответ международному сообществу. Мы увидели в эти дни, что оно, это сообщество, неоднородно. И среди 56 стран-участниц Казанского форума было даже несколько европейских стран. Нужно, конечно, подчеркнуть, что это событие не обязательная часть международной повестки дня. И каждый визит – это жест доброй воли. Времена непростые, но, тем не менее, очень и очень рад быть вместе с вами здесь, на мероприятии, на форуме, посвященном 50-летию Конвенции сохранения культурного и природного наследия. Это самый первый мой визит в Российскую Федерацию и в Татарстан в особом. И хотелось бы поблагодарить всю эту организацию, Россию, за это теплую встречу, за гостеприимство и за то, что им было приятно, как и мне, что я здесь. Наследие промышленное, наследие религиозное, проект «Великий шелковый путь», восстановление Пальмиры, лучшие практики сохранения и развития уникальных территорий. Все это практические вопросы, которые обсуждают участники форума. Но все это вопросы, по сути, разумеется, нравственные. Каков главный объект в списке ЮНЕСКО? Это планета Земля. Но я очень благодарна тем, кто озабочен общей судьбой человечества, потому что во взаимосвязанном мире эта судьба может быть только общей. И поэтому должны быть такие протоколы взаимодействия, которые понимали бы, что мир не может быть однополярным в управлении, что управление и нравственность уже давно стали в списке глобальных проблем, вслед за теми проблемами экологического и другого характера, которые объявил Римский клуб в 70-е годы. Вот оно, место, которое знает о прошлом и о своем, и об общечеловеческом гораздо больше любого другого культурного или культового храма. Мы говорим ЮНЕСКО, подразумеваем Казанский Кремль, Болгар, Свияжск и комплекс казанских астрономических обсерваторий имени Василия Павловича Энгельгарта. Правда, последнему участнику в этой группе еще предстоит пройти путь от номинации до победы, но когда это случится, наша обсерватория станет первым научным объектом в списке ЮНЕСКО от России. Правда, вопрос, который задают сегодня директору этой обсерватории многочисленные приезжающие сюда журналисты, звучит несколько иначе. Не когда это произойдет, а произойдет ли это вообще. Мы знаем, что ЮНЕСКО – это организация Объединенных Наций, и мы знаем, чем многие эти нации сегодня объединены. Но я смотрю даже не с умеренным оптимизмом, а с оптимизмом по той простой причине, что все-таки и как астрономия сама, как наука, и, разумеется, астрономические объекты
ну, они вне какой-то там политики, обстоятельств. Должны быть, и я думаю, что так оно на самом деле происходит. Но я хочу сказать следующее, что наша обсерватория, она полностью удовлетворяет всем вот этим критериям и историчности, и тех задач, которые здесь выполнялись, скажем так, мирового склада и уровня. Но и, разумеется, самый главный момент то, что это действующая обсерватория. И здесь получаются достаточно интересные результаты, особенно по изучению Луны, планет, вот в этом направлении. Как вы видите, здесь телескопы современные присутствуют. То есть нет такого, как многим сейчас кажется, что вам уже давно позвонили и сказали: Юрий Анатольевич, можете не рассчитывать, до свидания, было приятно поработать. Я хочу сказать следующее. Во-первых, это никто не заявлял. И никто не заявит, это вам сразу говорю. Могут быть настроения какие-то, могут быть подходы определенные. Все в жизни меняется. И, разумеется, я хочу сказать следующее, что, как бы мы ни говорили, наука глобальна. И, разумеется, эта обсерватория, эта ценность, я еще раз хочу объяснить, это ценность не вот локальная какая-то, это ценность мировая. Вселенная расширяется. Некоторые объекты в ней отдаляются друг от друга, а некоторые парадоксальным образом сближаются. И места в этой Вселенной всем хватит. Михаил Любимов, Роман Безменов и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Завершается очередной праздничный год. Год, прошедший по знакам тысячелетия принятия ислама нашими предками в Волжской Булгарии. Значение этого исторического события переоценить сложно и в духовной, экономической, политической сфере. Важность исторической даты была подчеркнута указом Владимира Путина. Праздник приобрел федеральный статус. И новое звучание на фоне нынешних исторических переломных моментов, когда с новой силой зазвучала тема защиты традиционных ценностей, не только как основы моральных принципов и фундамента здоровых отношений в обществе, но и как система образующих понятий, заложенных и в основу, кстати, Конституции нашей страны. На этой неделе в Москве были подведены итоги этого особого года, года празднования тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Татьяна Тимошенко о культурном, политическом и экономическом эффекте празднования великой даты. В колонном зале Дома Союзов, чья история тесно переплетена с историей нашей страны, на праздничной сцене страницы истории древнего Булгара. Казалось бы, праздник федерального масштаба подходит к завершению, но даже из текста приветствия президента страны участникам собрания ясная историческая дата будет иметь продолжение. Торжества, посвященные данному историческому событию, оказавшему большое влияние на развитие российской цивилизации, прошли на высоком государственном уровне. Множество мероприятий, проведенных по всей стране под эгидой юбилея, в значительной мере способствовали укреплению межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе, сплочению мусульманской уммы России, развитию плодотворных международных связей и упрочению авторитета нашей страны в исламском мире. Символично, что проведение итогового мероприятия проходит в столице нашей многонациональной родины, в городе-герое Москве, в знаменательный для всех нас День Героев Отечества, говорится в тексте приветствия. В День Героев Отечества хочу напомнить, что мусульмане России своими поступками доказали приверженность национальным интересам. И в условиях специальной военной операции, наряду со всем российским народом, показывают храбрость и преданность общему делу. Дорогие друзья, заканчивая, хочу сказать, что на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за сохранение традиционных ценностей, за нашу страну и ее будущее. И сегодня, объединив усилия, мы вместе сможем преодолеть любые вызовы, любые преграды. И тут же со сцены звучит один из самых громких анонсов. В мае столица Татарстана примет международный экономический Казан-саммит уже в статусе мероприятия федерального значения. Провели оргкомитет будущего нашего Казань-саммита. Как было сказано на уровне президента, этот саммит стал федеральным. Я хотел бы поблагодарить тоже всех, кто принимал участие в чествовании, праздновании тысячелетия в рамках работы России, исламский мир, Казань-саммит. Ведь по большому счету это огромная работа в честь тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии.
А начиналось празднование 1000-столетия принятия ислама с написания Корана. Под пристальным взглядом мусульманских лидеров страны каллиграф написал первую главную суру Корана. И ее фразу, с которой мусульмане во всем мире традиционно начинают любые дела. Арабская каллиграфия – это духовная инженерия, выраженная материальными инструментами. Как бы золотая середина ищется между духовным, как бы чисто гуманитарным и чисто техническим. И вот они в каллиграфии вместе соединяются. Хатат Артур Писаренко, дипломированный арабский каллиграф, один из 3 во всей стране, за это время успел написать 88 страниц священной книги. При написании определенных букв даже дыхание немного изменяется, потому что все тело сосредоточено на том, чтобы написать идеальную форму буквы. И здесь же элемент, который встречается только в старых татарских Коранах – цветок, разделяющий аяты. Всего на работу потребуется более 2 лет. Впереди верификация Международной богословской комиссии. Каждое слово оцифровывается. Детальная проработка должна стать основой для дальнейшей печати в высочайшем качестве. А в мае Всероссийский форум татарских религиозных деятелей собрал 1100 участников из 76 регионов и зарубежья. В столице Татарстана был заложен первый камень соборной мечети. Она будет рассчитана на 10 000 человек. Строительство и воссоздание мечетей и исламских школ стало одной из задач юбилейного года по развитию мусульманской инфраструктуры по всей стране, от Москвы до Сибири. К основным торжествам в Древнем Болгаре отремонтировали подъездные дороги. Со всех сторон был вложен 1 миллиард рублей. «20 000 человек собрались в этом году на общий праздник, чтобы прикоснуться в прямом смысле к месту принятия ислама. Здесь все делают вместе поют песни и читают общую молитву. Одним из главных светских событий стала опера «Легенда» Кара Пулат, возрожденная в исторических декорациях, черной палате древнего Булгара, оживившая камни и уже сама ставшая легендой. За что бы мы ни взялись, татарстанцы, мы можем. Булгар, он признан, всемирно признан. Значит, 1100 лет тому назад здесь был добровольно на российской земле принят ислам. Нам удалось доказать всему миру через ЮНЕСКО. Вот мы, по сути дела, первый год празднуем 1100-летие добровольного принятия ислама на булгарской земле. Всероссийский пленэр художников, выплеснувшиеся красками, многочисленные выставки, новые музейные экспозиции, книги, научные исследования, публикации. Этот подъем в научной и творческой сфере еще долго будет говорить о значимости события. Политика и экономика. Пленарное заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Казанский глобальный молодежный саммит стали векторами, устремленными в будущее. Международный экономический форум «Казан-саммит» стал той площадкой, которая востребована как никогда с учетом новых экономических реалий и санкционного давления Запада. Видим большие перспективы сотрудничества с исламскими странами. В современном мире роль мусульманских стран заметно растет. За последние 3 года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на 1/4. Татарстан уже давно называют окном в исламский мир, а то и ключом к нему. Так что исторические последствия празднования исторической даты мы еще увидим. Официальные плановые мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия ислама, завершены. И за этот год Татарстан смог в очередной раз показать: празднование юбилейных и памятных дат должны становиться ступенью для очередного подъема во всех сферах жизни. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов. 7 дней. Дотянуться до звезды. На этой неделе состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии «Болгар Радиусы». Как всегда, самые достойные представители татарской эстрады получили золотые статуэтки «Алтын Йылдыз». Среди них как мэтры отечественного шоу-бизнеса, так и молодые артисты, которые только еще начинают прокладывать свой путь к музыкальному Олимпу. По словам самих лауреатов, для них эта премия – источник большого вдохновения и огромный стимул продолжать свою работу на ниве национального эстрадного искусства. По словам зрителей, мили-премия – это главное музыкальное событие года, задающее музыкальную моду и определяющее развитие татарской эстрады. Рамиль Шайдуллин в этом убедился.
Татарская песня может быть и такой, глубокой и трагичной арией, оставаясь при этом народной. Оперная певица Илюса Хузина доказала это еще в августе, когда исполнила партию Наргизы на священной земле древнего Болгара. Сегодня отрывок из оперы «Кара Пулат» певица исполняет в концертном зале под аккомпанемент ее автора, композитора Эльмира Низамова. Именно этой песней, приуроченной 1000-столетию официального принятия ислама в Волжской Булгарии, они открывают событие, которого целый год ждали все любители татарской песни – церемонию национальной премии «Болградио-С». И именно Эльмир Низамов – первый лауреат этого года в номинации за вклад в развитие и сохранение самобытности татарской музыки. И, конечно, песню преподносит, дарит своему слушателю певец, исполнитель. И мне очень приятно, конечно, что труд автора тоже отмечен, и что мне так наградили. А это тот самый символ народной любви – золотая статуэтка. Сегодня, как и во все годы, их 30. Обладать такой наградой значит практически внести себя в пантеон славы татарской эстрады. За 10 лет их получали и признанные звезды, и начинающие артисты, но всегда в первую очередь те, кого любят слушатели. С первых дней национальной премии «Болградио-С» ее главный принцип – это народный выбор. Всех лауреатов, достойных получить статуэтку, выбирают телезрители и радиослушатели. Мы в течение года рассматриваем наши социальные сети, читаем письма, СМС-сообщения, которые нам присылают наши радиослушатели. Какая песня выстрелила в этом году? Какую песню больше всего спрашивали наши радиослушатели? Для исполнителя Рафиса Калимуллина не было большим открытием, когда ему сказали, какую песню в этом году просили включать чаще всего. Почему-то именно это, про расставание, сразу всем понравилось. Но в то, что за нее номинируют на премию, не верилось до конца, признается артист. Потому что мы, наверное, показываем какой-то результат своей работы, потому что сюда, в Милимузыка премии, ты просто так не попадешь. Для меня это большое достижение. Выступление на престижном музыкальном событии года – это своего рода экзамен, поэтому артисты тщательно готовятся, шьют наряды, репетируют партии, скрупулезно выстраивают звук. Если я плохо сыграю, концерт не получится. О том, что здесь нет мелочей, знают даже неоднократные лауреаты премии. Вот и Ильсия Бадретдинова с командой раз за разом прогоняли песню, чтобы на церемонии слушатели получили максимальное удовольствие. Я всегда говорю, где-то пафосно, где-то там слишком современно, еще что-то. Милли премия – это душа. Отдохнуть душой сюда приходят в первую очередь сами слушатели. Концерт длится 4 часа. В перерыве можно и попеть, и потанцевать. Каждый год мы удовольствие получаем. То, что так красиво преподносят, все наши артисты выступают, любимые. Я очень горд за свою родину, за свою столицу, что имеет такой конкурс. Национальная премия вручалась даже в пандемию. Целых 2 года, когда не было возможности выступать для зрительного зала, грандиозное представление все равно устраивали в телевизионном формате. Сейчас, слава богу, у нас есть возможность показать, увидеть глаза наших телезрителей, наших зрителей, увидеть их эмоции. Мы тоже этим подпитываемся в какой-то степени. Здесь замечают, за 10 лет национальная премия «Болградио-С» превратилась в настоящий знак качества. Кто-то даже с любовью называет ее татарской песней года. Попасть на этот фестиваль и участвовать – это огромное счастье, я считаю. Каждый артист, наверное, должен ее получить. Это потому что любовь зрителей. Мне кажется, это достаточно очень теплая премия. Она очень оригинальная. И здесь действительно выбирает народ в первую очередь. А кто-то считает, что премия «Болградио-С» своего рода законодатель моды в мире татарской музыки. Ведь именно любимые народом композиции вдохновляют петь и других. Как лауреата этого года Анастасию Макарову, русскую девушку, поющую на татарском.
Многие считают, что я крещеная татарка, но я русская девушка, которая поет на татарском языке. И именно творчество приобщило меня к изучению татарского языка. Я, если честно, даже не предполагала никогда, что татарский язык и татарская культура и вообще татарский мир станет частью моей жизни. Девушка, несколько лет назад прославившая татарскую народную песню на всю страну, финалистка «Голос дети» Саида Мухамедзянова в этом году еще больше расширила свою аудиторию. Ее песню о возвращении просили поставить всюду, где вещает Болгар-радио С и ТНВ. И вот ее первая статуэтка. Это следующий шаг в моем творчестве. А число поклонников творчества Венеры Ганеевой уже давно перешагнуло миллионы. Она получила статуэтку в номинации «Самая народная певица». Я бы сказала, что это самая такая гадель, как это сказать, гадель, справедливый проект, потому что здесь действительно основной выбор народ все-таки выбирает, и мы уж для нас это счастье. По традиции, статуэтка в специальной номинации «Легенда» вручается тому, кто стоял у истоков современной татарской песни. В этом году это Эмиль Залельдинов. Даже в свои 89 он до сих пор вдохновляет на новые свершения уже современных артистов, авторов и композиторов. Я начинал свою карьеру, и как раз началась премия «Болгар». И с тех пор я не пропускаю ни одну премию. Я очень рад и очень благодарен телерадиокомпании ТНВ, потому что она именно подводит итоги, открывает новые таланты, так же, как и меня в свое время. Мне очень нравится сегодняшний концерт. Я вижу реакцию публики. Мне кажется, это очень демократичный конкурс. Болгар премия имеет свое какое-то особое место. Это место уникально. Мне кажется, оно по масштабу, по географии охватывает много наших соотечественников, потому что через ТНВ. Наверное, в этом и феномен национальной премии. Будучи высокостатусной наградой все 10 лет, она остается по-настоящему народной, такой же, как и сама татарская песня, профессиональной и с душой. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зиединов, 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, вы смотрите ТНВ, и я с радостью познакомлю вас с прогнозом погоды на ближайшие 7 дней. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Республики Татарстан ожидается в целом снежная погода. Солнечно обещает быть во вторник и среду, температура в целом по неделе идет на понижение. Так, в воскресенье днем ожидается до 9 градусов ниже 0. Снег прогнозируется в понедельник, а также с четверга и до самого конца недели. Много снега, много хлеба. Как писал русский поэт Борис Пастернак, мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела. На юго-востоке Татарстана неделя начнется с облачной погоды, солнце выглянет во вторник и среду. С четверга и по воскресенье обещает прийти снег. Температура в целом все 7 дней идет на понижение. Так, в воскресенье днем ожидается до 10 градусов мороза. Как писал русский поэт Сергей Есенин, вот морозы затрещали и сковали все пруды. Все мальчишки закричали «Ей спасибо за труды». В центральных районах республики в понедельник ожидается облачная погода, временами со снегом и температурой днем около 3 градусов мороза. Во вторник будет понижение температуры, и в целом по неделе температура днем обещает быть 5-8 градусов ниже 0. Солнечные дни вторник и среда, снег начнется в четверг и будет идти по воскресенье включительно. Как писал Афанасий Фет, чудная картина, как ты мне родна, белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег, и саней далеких одинокий бег. На юго-западе Татарстана в понедельник облачно, местами снег, днем около 2 градусов мороза. Во вторник понижение температуры, среда обещает быть солнечной, снег начнется в четверг и по прогнозам продлится до завершения недели. В воскресенье прогнозируется облачная погода и небольшой снег.
днем до 9 градусов мороза. Как писал русский поэт Серебряного века Саша Черный, зимою всего веселей сесть к печке у красных углей, лепешек горячих поесть, в сугроб с голенищами влезть, весь пруд на коньках избежать и бухнуться сразу в кровать. На северо-западе республики и в Казани в понедельник облачно, ночью мокрый снег, без осадков во вторник. В среду обещает нас встретить солнце. Четверг ожидается с небольшим снегом. Температура в целом идет на понижение. Так, в воскресенье по прогнозу небольшой снег. Днем и ночью 8 градусов ниже 0. Она тихо взяла меня за руку. Любит, подумал я. Гололед, подумала она. В студии был Илья Андреев. Я желаю вам, как всегда, солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми. Смотрите прогноз погоды на ТНВ. Здоровья вам и сил.